Генеральная ассамблея ООН, как известно, 2019 год объявила годом родного языка коренных народов. Согласно официальной информации Министерства просвещения, в России также прошли свыше 700 мероприятий, которые как раз и были посвящены вопросам сохранения и развития родных языков. 700 мероприятий. Много это или мало? И каковы будут конечные результаты? Вопрос пока остается открытым, так как только в этом учебном году во многих национальных регионах количество учащихся, которые выбрали для изучения свой родной национальный язык, катастрофически упало. В 17-18 учебном году его выбрали как родной язык 80%, в 19-20 учебном году как родной язык 50%. Какая динамика? А что будет через несколько лет? Ученые бьют набат. Это их крик души. Известный историк, филолог Светлана Петрова весьма резка в своих суждениях. Времени на сантименты уже не осталось. Чувашский родной язык катастрофически теряет свои позиции в школах. Если 2 года тому назад, после принятия поправок в закон об образовании, свыше 80% родителей чувашей пожелали, чтобы их дети изучали в школе свой родной чувашский язык, спустя 2 года уже 30% из этого числа изменили своему слову. И теперь вместо чувашского на уроках родного языка изучает русский язык. Светлана Владимировна в этой ситуации не исключает эффект домино, когда одно решение, принятое сверху, вызвало цепочку необратимых для родного языка последствий на местах. Я очень удивлена, что государственная задача сохранения языков народов Российской Федерации переложена на общество. Это государственная задача. Общество, конечно, можно поиграть с обществом и сказать, вы же сами не хотите. Но государственные задачи так не решаются. Государство должно отвечать. Оно и отвечает якобы по нашей Конституции Российской Федерации, где прописано, Российская Федерация гарантирует сохранение и развитие языков народов России. Гарантия переложена на родителей. Кто сегодня современный родитель? Это человек, который уже потерял родной язык. Это продукт 90-х годов и система образования 90-х годов. Вот он приводит 35-летний человек своего 7-летнего ребенка в школу. И у него другие представления о том, как должно пройти школьное образование. У него есть свой опыт и часто негативный. А ведь родной язык, он требует включения, понимаете, он требует вот такой вот задействованности эмоциональной сферы, которой, пожалуй, современному родительству не хватает. Какие изменения произошли в национальном образовании в национальных регионах за последние 2 года? Какое место в образовательном пространстве теперь занимают родные языки? Какое количество учащихся их изучает в школах? Почему произошло резкое падение в ряде национальных регионов? На эти и другие вопросы пытались найти ответ участники международной научно-практической конференции, которая на этой неделе прошла в Казани. Ученые из разных регионов России отмечали, что в стране до сих пор нет единой информационно-просветительской базы. В интернете данные очень скудные, не систематизированные. На сайте Министерства просвещения России нет ни анализа, ни мониторинга. С такого молчаливого согласия родные языки народов многонационального федеративного государства постепенно уходят в тень. Например, Мари-Эл. В прошлом учебном году марийский язык в качестве родного выбрали менее 10% учащихся. На этот учебный год данных нет вообще. В прошлом учебном году свыше 1000 человек-кабардинцев в качестве родного языка выбрали русский. Ситуация с родными языками в Перми была настолько, видимо, предсказуема, что в некоторых школах родителям сразу выдали бланки с правильным ответом. Это болезненный удар будет по всем малым языкам. И удар, от которого практически языки не встанут. А если языки исчезнут, то исчезнут и народы. И тогда говорить о федеративном государстве никакого смысла нету. Почему болезненный удар будет по языкам? Потому что право выбора языков, эти статьи закона не извели до утилитарного смысла. То есть человек вынужден, родители детей вынуждены выбирать язык в условиях, когда надо определяться,
то ли твой ребенок изучает родной язык и тратит в неделю на это 3 часа, эти убогих 3 часа, да, ну, за исключением Якутии, Республики Татарстан и Башкортостан. Или эти 3 часа будут отданы под русский язык, который будет избран как родной язык. Вот, и дети смогут нормально, хорошо сдать ЕГЭ для того, чтобы в дальнейшем получить право на поступление в вуз. Вот этот утилитарный подход, он с одной стороны, вроде бы делается для блага человека, ну, человека не надо загружать лишней работой, а с другой стороны, это удар по национальной политике России. Прошлые и позапрошлые годы у нас цифра вот 69, 67, 68 остается на том же уровне. По словам представителя Министерства образования и науки, ситуация в Татарстане пока остается стабильной. Около 70% родителей татарский язык ежегодно выбирают в качестве родного. И в этом большая заслуга, в первую очередь, учителей татарского языка. В этой 13-й татарской гимназии 100% детей разных национальностей изучают татарский язык. По словам директора школы, никакого давления на родителей не было. Это их добровольное желание. Уроки татарского – это настоящий остров сокровищ. Вот сегодня они играют в морской бой, изучая сложную тему деепричастия. Завтра будут шарады и квесты. Каждому уроку учителя свой творческий подход. И таких интересных решений у них в запасе несколько десятков. Әгәр дә без укучыларыбызга тиешле юл картасын дип инде тизеп, татар теленең бирелеше, укытылышы буенча дөрес юнәлеш, кулай юнәлеш белән алып барсак дип әйтик, бер генә әти-әни дә каршы килер дип уйламыйм мин. И все же, какой бы удачной, интересной и современной ни была бы методика преподавания, статус языка, его политический вес и положение в обществе должны оставаться неизменными. Ученые убеждены, что государственные языки субъектов Российской Федерации должны быть обязательными к изучению. А вот как их будут преподавать, это уже вопрос искусства, а не политики. Эльзира Юзаева, Андрей Мохов и Андрей Ключников. 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.